Работы по расчистке Рицинского национального реликтового парка начинаются именно отсюда, с 14 километра. Причем сотрудники парка делают это так, чтобы не повредить редкие растения, как, например, вот этот самшит. Контрольно-пропускной пункт в Рицинский национальный реликтовый парк расположен на 14 километре автотрассы. Если работы по расчистке дороги к озеру Рица начинаются отсюда, то за растениями здесь ухаживают уже при въезде на территорию села Бзыбь. Благодаря усилиям специалистов удалось сохранить самшитовые деревья, которые находятся под угрозой исчезновения. Мы не делаем так, что это национальный парк, а это территория Бзыби. Мы сплошное лечение ведем. Наша техника с помощью экологической службы, с помощью Министерства экологии, которые обеспечили нас лекарством, всякими химикатами. Мы боролись с этой гневкой, и мы видим каждый раз улучшение. За состоянием заповедника здесь следят круглый год, но сейчас работы ведутся особенно активно. Совсем скоро лето, поэтому сотрудники стараются максимально подготовиться к началу туристического сезона. Мы хотим успеть к маю месяцу, начало сезона, расчистить, во-первых, все бордюры, те, которые много лет не расчищались, я имею в виду от зелени, от зарослей вот этих вот. Эта работа будет проходить с 14 по 44 километр. Чтобы гости могли наслаждаться живописными пейзажами, которые открываются по дороге на озеро Рица, сотрудники коммунальной службы совместно с инспекторами лесного хозяйства будут расчищать от зарослей и колючек и территорию за бордюрами. Такие работы проводились и ранее, но, как отметил главный лесничий, не так масштабно. Кроме того, сейчас активно расчищают от снега дорогу на Рицу. Ведь если подняться выше к самому озеру, можно увидеть, что весна здесь еще не наступила. Идет снег. Снег нас, честно говоря, удивил. А почему вы думали, что снега здесь нет? Да, честно говоря, думали, что снега нету. Вы думали, что он уже растаял? Да, хотелось, потому что... В марте 2020 года снега здесь уже не было, даже в самой северной стороне озера. Сейчас осадков выпало вдвое больше. В прошлом году весь зимний период покров снега не превышал 1 метра 80 сантиметров, а в этом году достигает до 3,5 метров. Дороги здесь расчищаются по мере выпадения осадков. Чтобы облегчить эту работу, руководство национального заповедника приобрело современную спецтехнику – снегоочиститель. Трактор был собран Тихвинским машиностроительным заводом «Спецстроймаш». Заказали технику еще в октябре 2020-го, но из-за пандемии завод не работал, и поэтому трактор был доставлен только в марте 2021 года. За изготовление и перевозку техники национальным парком оплачено 10 миллионов 510 тысяч рублей. В нашем хозяйстве появилась боевая единица. Это трактор К-800 снегоуборочный. На сегодняшний день это уборка снега, но как многие говорят, как многие об этом думают, этот трактор не только для уборки снега. Он будет задействован в уборке дорог. То есть скоро у нас будет открываться дорога в сторону Аватхары. Там на дороге лежат огромные валуны. Дорога загрязнена и деревьями. Этим всем будет заниматься наш новый трактор. С ним будет намного удобнее. В такой технике Рицинский парк нуждался давно. Как известно, в зимние месяцы озеро Рица пользуется особой популярностью. Насладиться снежным пейзажем сюда приезжают со всех уголков мира. Сейчас дорогу расчищают к молочному водопаду. С помощью трактора К-800 можно расчистить большие участки дороги. Если сравнить с прошлой работой маленьких наших тракторов, у нас заключалась проблема вот в чем. Проходя, трактора оставляли на дорогах огромное количество снега, которое уменьшало саму дорогу. На сегодняшний день с этим проблем у нас уже никаких не будет. При любом снегопаде дорога у нас останется такая же широкая, как и в обычный повседневный бесснежный день. То есть заторов на дорогах у нас уже не будет. И еще одна хорошая новость. Совсем скоро в Национальном Рицинском парке начнется ремонт дороги. Километрами будет меняться дорожное покрытие. То есть на сегодняшний день вы заметили и видели это состояние дорог, оно нас всех волнует, мы за это переживаем. Конечно же, об этом говорят и наши водители. Ремонт дороги будет финансироваться за счет средств государства и национального реликтового заповедника. Проект также будет поддержан инвестпрограммой. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.